Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Попова Ванда Цветановна. Я сегодня представляю мастер-класс, который называется «Инструменты и техники работы с родителями». Я являюсь методистом Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Сегодня мы с вами попытаемся обсудить очень важную тему, которая в рамках стратегии развития воспитания и занимает одно из больших значений. Также сегодня в законе об образовании очень большая роль отводится взаимодействию семьи и школы. И, естественно, мы сегодня как институт, как Центр развития общего образования рассматриваем эту тему в разных аспектах. И на сегодняшний день много различных аспектов, которые мы с вами постараемся сегодня обсудить, но в форме мастер-класса. То есть я буду предлагать некоторые темы для размышления. Вы постараетесь каким-то образом реагировать на них, дать знать, как вы к этому относитесь, свое отношение выразить. И, соответственно, мастер-класс он предусматривает знакомство с некоторым методом обучения. И, соответственно, мы в работе с родителями должны использовать интерактивные формы, приемы в работе. Сегодня мы с вами должны будем познакомиться с некоторыми направлениями именно стратегии воспитания. И я перейду, с вашего позволения, к следующему нашему слайду. И мы с вами рассмотрим направление в работе с родителями. Ну, для нас очень важной задачей является повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей. Это, конечно же, огромное значение в работе уделяется индивидуальным консультациям, взаимодействию, переписке. Сегодняшний день это очень важно именно через различные источники, ресурсы взаимодействия, и даже через соцсети. То есть это сейчас является актуальной темой. Также, несмотря на то, что индивидуальное консультирование очень важно, мы, конечно же, не игнорируем такие формы работы, как родительские собрания и лектории, которые будут являться, основная цель их будет просвещение. Сегодня мы вовлекаем родителей в учебно-воспитательный процесс, то есть родители наши являются полноправными участниками учебно-воспитательного процесса, они являются не только заказчиками, но и управленческими, так скажем, функциями обладают, потому что иногда они регулируют эти процессы наравне с педагогом. Также сегодня родительские собрания должны быть не в тех традиционных формах, которые общепринято, обсуждение успехов и неуспехов детей в учебе, переход на персонале. Сегодня мы как раз говорим о проблемах, о каких-то важных воспитательных функциях, но ни в коем случае не переходим на персонале и на личности. Для нас очень важны именно совместные творческие дела, проекты, дискуссионные площадки, совместные кинолектории, там, где участвуют не только родители, но и дети. Об этой форме я чуть позже скажу более подробно. Участие родителей на сегодняшний день является также очень значимой формой. Это совет школы и совет родителей. То есть мы сегодня говорим именно о совете учащихся, совете родителей, как полноправных участников не только образовательно-воспитательной функции, но и управленческой функции, которую мы тоже рассматриваем и в нашей работе. Значит, следующий момент, который обращаю ваше внимание, это документ, который называется «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». И приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. То есть вот это такая вот стратегическая линия всей нашей работы. Да? То есть не только мы сегодня говорим о том, что наш ребенок должен быть высокообразованным, воспитанным, но мы сегодня рассматриваем стратегию воспитания с точки зрения государственной политики. И мы рассматриваем систему духовно-нравственных ценностей, которая основана на справедливости, чести, совести, воле, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей, своим отечеством.
Целью стратегии является определение приоритетов государственной политики, о чем я уже с вами сегодня начала наш разговор. Далее мы смотрим очень важные параметры социального опыта, так как мы говорим не только о воспитании, но мы говорим о социализации личности. Эти два различных процесса, они, можно сказать, параллельно взаимодополняют друг друга, но не дублируют. То есть мы не можем сказать, что воспитание – это есть социализация. Социализация – это более, можно сказать, такой широкий аспект, в котором ребенок интегрирован, и в том числе и в социум. И если рассмотреть содержательные позиционно-оценочные компоненты, функциональный компонент, то здесь мы будем говорить, опять же, о очень важных, главных жизненных ценностях и будем ориентированы на именно проективность представления о своей жизни. То есть нам очень важно именно тот опыт, который на сегодняшний день мы имеем, как учителя, как родители. Мы, естественно, должны брать во внимание и рассматривать с точки зрения того, а что ребенок должен воспринять, что ребенок должен использовать в своем смыслообразовании. Потому что сегодня речь идет о достижении личностных результатов, которые являются приоритетными задачами всей нашей образовательной политики. Для нас очень важна именно сама личность. А здесь в этих параметрах, значит, входят у нас такие, можно сказать, важные ценности, как именно рефлексия, социальная активность, смысл жизни, самооценка, осознание себя в этом мире, свою роль, понимание своего предназначения и своих обязанностей, можно сказать, в этом мире. Чтобы наша с вами система взглядов была иерархичной, можно сказать, субъективной в плане выбора жизненных приоритетов. И мы должны, конечно же, основываться в первую очередь на приоритетных наших национальных ценностях. А что значит приоритетные национальные наши ценности? Испокон веков семья являлась незыблемой ценностью. И наша задача, как родителей и педагогов, направить совместные усилия на содействие укреплению института семьи. Что для этого необходимо делать? Восстанавливать в общественном сознании традиционную ценность семьи и брака, престижа материнства, отцовства, возрождение отечественной культурно-исторической и религиозных традиций, творческое воссоздание в современных условиях традиционного уклада жизни общества и семьи, формирование в государстве системы социально-педагогической и духовно-нравственной поддержки семейного воспитания. Сегодняшний день огромное значение этому уделяется именно нашим президентом, да, то, что мы сегодня с вами голосуем за поправки в Конституции, как раз говорится о том, что институт семьи, он требует переосмысления, и это очень важный момент, который сегодня нам предлагается именно в плане голосования, и мы понимаем, какова роль нашей гражданской ответственности за те решения, которые принимаются сегодня совместно на государственном уровне. Каждый несет ответственность и должен понимать эту меру ответственности. Для того, чтобы организовать процесс взаимодействия, нам необходимо прежде всего, конечно же, ориентироваться на запросы и потребности. Мы ориентируемся и занимаемся диагностикой, оцениваем, отслеживаем, какие семьи, в общем-то, какие у них ценности, приоритеты. Развиваем активные формы работы с конкретными родителями, потому что индивидуальный подход, он тоже очень важен. Также предлагается исследовать новейшие достижения в области семейного воспитания совместно с родителями, осуществлять дифференцированный подход к каждой семье, создавать информационно-консультативную службу и постоянно действующий кинолекторий. Сегодня мы снова возвращаемся дорогим, близким нам, нашему сердцу словам, которые несут вот эту как раз смысловую нагрузку, над чем, в общем-то, собственно говоря, мы и с вами и должны работать. Это все слова, которые являются, так скажем,
смыслозначимыми. Это жизнь, семья, забота, милосердие, мудрость, труд, подвиг, благодарность, мужество. И чтобы эти слова стали не просто, чтобы они имели вот именно ту смысловую нагрузку, которую необходимо передать как жизненно важные приоритеты, мы обязательно должны продумать этот процесс, каким образом он должен быть организован. И на сегодняшний день наш институт готов к сотрудничеству с образовательными организациями Республики Коми в рамках нашего республиканского консультационного центра, который открыт на базе Коми Государственного института развития и образования. Если выйти на сайт института, то вы найдете такой ярлычок, который именно называется «Консультационный центр». И в консультационном центре есть такой проект, на сайте в виде программы представлен. Программа психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах образования, воспитания, развития, охраны и укрепления здоровья. Родительская академия. В рамках родительской академии мы практикуем как раз, и мы показываем те инструментарии, которые можно использовать на родительских собраниях в рамках сотрудничества. Мы приглашаем всегда к участию не только родительскую общественность, но и педагогов, для того, чтобы этот опыт передавать друг другу, сотрудничать и взаимодействовать. В этом году у нас с вами прошло очень много мероприятий в рамках родительской академии. В данном случае я возглавляю семейный родительский клуб «Моя семья». В рамках нашего клуба именно тема именно приоритетных национальных традиционных ценностей является во главе угла. То есть все наши лектории, все наши мастерские, все наши практикумы строятся на традиционных ценностях. И сегодня основная цель программы родительской академии – это именно укрепление духовно-нравственных и социально-психологических основ жизни современной семьи, содействие формированию необходимых психолого-педагогических условий семейного воспитания, способствующих укреплению единства членов семьи, рождению и воспитанию здоровых детей, а также приобретению родителями отцовских и материнских воспитательных функций. Это приоритетная задача. Очень много, скажем так, на сайте консультационного центра наших реклам, которые отражают содержание, сущность нашей именно семейной гостиной. И те задачи, которые мы здесь сегодня с вами обозначили, именно рассматриваются нами как первостепенно значимыми. Коми Республиканский институт развития и образования в течение нескольких лет работает над издательской литературой. Сегодня теме духовно-нравственного просвещения и воспитанию личности ребенка в семье и школе уделено очень большое значение. Ряд сборников, которые опубликованы, они посвящены тоже духовно-нравственным нашим приоритетам. И если говорить вообще о нашем смысле жизни, вообще материнство, отцовство – это святая ноша, это святая неотъемлемая часть нашей с вами повседневной жизни. Это важная функция и ответственность за продолжение рода, за то, каким наше будет государство, наше общество. Мы должны понимать, что все это держится на некой пирамиде. Эта пирамида включает в себя цели, ценности, задачи. И, соответственно, таким образом мы выводим детей на проекты. И один из мастер-классов, это как раз по проектной деятельности, он сегодня тоже, мы его с вами должны будем проанализировать. Итак, любой проект начинается с чего? Любой проект начинается всегда с некой проблемной ситуации. От чего исходит проблемная ситуация? От кого? Очень часто проблему задают сами педагоги. Однако педагоги должны использовать именно проблемное поле в связи с теми ситуациями, которые происходят в рамках класса, школы, в рамках сотрудничества. И проблемы, они, соответственно, анализируются, и появляется несколько гипотез по совершенствованию, по выходу из этих проблемных ситуаций. Таким образом, возникает тема для исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность сегодня интересна не только детям, но и их родителям, потому что родители являются
полноправными участниками учебно-воспитательного процесса. Каким образом мы будем оформлять результаты? Учитель выступает в роли консультанта, он координирует эту деятельность. В любом случае защита проекта, она может быть приурочена к какому-то событию, также к какому-нибудь празднику, и, соответственно, защита проектов – это уже та площадка, где каждый делится своим опытом, где появляются новые задачи, ставятся, прогнозируются новые проблемные поля, над которыми в дальнейшем есть тоже над чем подумать и как их решать. Таким образом, мы с вами понимаем, что наша задача, наша мера ответственности – сделать этот процесс уникальным, интересным, познавательным и, самое главное, полезным. Здесь мы используем, естественно, литературные произведения, может быть, здесь вот кинофильмы. Все средства, как говорится, хороши, которые помогут достижению наших целей. Я приведу пример Корнея Ивановича Чуковского. Он уделяет большое значение воспитанию личности через семейное чтение. И слова Корнея Ивановича Чуковского в данном случае звучат очень актуально. По-моему, цель сказочников заключается в том, что какой угодно ценой воспитать в ребенке человечность, эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьем, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу как свою, чтобы пробудить в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность сопереживать, сострадать, сорадоваться, без которой человек не человек. И вот этой теме семейное чтение в рамках наших дискуссионных площадок их разработано достаточно много. Если конкретно заинтересует какая-то тема по семейному чтению, по исследовательской деятельности, милости просим в институт, мы готовы к общению и к изучению данных вопросов. Очень интересно для детей и родителей, познавательно, поучительно творчество Александра Сергеевича Пушкина. Тем более, что сегодня мы огромное значение уделяем именно каким-то юбилейным датам, да, связанным с нашими деятельностью выдающихся наших писателей, поэтов, с их творчество. Оно является не бесценным, актуальным, злободневным в наше время. И здесь мы можем поставить такую цель. Например, расширить представление детей и родителей о возрастающих потребностях человека и о ограниченных возможностях их удовлетворения, формировать отрицательное отношение к трусости, глупости и жадности. Видите, как хорошо через сказку легко работать над такими важными качествами нравственными, которые, в общем-то, являются именно основными задачами, связанными с воспитанием и просвещением подрастающего поколения. А родители должны быть, конечно же, нашими союзниками. Далее. Краткое содержание сказки. Я думаю, что сегодня я не буду даже затрагивать, потому что сказка очень известная. Многие знают, насколько глубоки любое произведение, любое произведение Александра Сергеевича Пушкина, насколько в них много нравственного смысла, поучения. И мы, конечно же, должны обязательно использовать творчество наших классиков. Также здесь может прийти нам на помощь житейная литература, святоотеческая литература. И если мы будем рассматривать вместе с детьми на наших дискуссионных площадках, а в чем же смысл, а в чем же глубина, а что же хотел сказать автор, то мы, конечно же, придем к пониманию того, что большие потребности без умений и навыков, без работы над собой могут привести к большому разочарованию в жизни, к глубокому кризису. Вот с чем, собственно говоря, и осталась старуха, которая оказалась у разбитого корыта. И наши дети, они сегодня в нашем информационном пространстве, как личности, естественно, имеют свои ценности. Средства массовой информации очень часто навязывает им ложные ценности, предлагает им те, может быть, иногда западные модели поведения, в которых именно приоритет и смысл жизни является в самообогащении. Вот наше творчество, наших писателей, оно всегда формировало именно первостепенной значимостью — это трудолюбие. Трудолюбие, оно является именно бескорыстным, иногда материальное вознаграждение, оно является следствием, но не главной целью достижения, так скажем,
той или иной деятельности. И здесь также на помощь нам могут прийти в работе с родителями, в активные именно формы мы можем включать средства мультипликации. То есть мультфильмы очень многому могут научить не только детей, но и родителей. Этот ресурс мы тоже можем использовать. Также есть такой замечательный проект, который называется Global Lab. В данном проекте используется исследовательская деятельность участников образовательного процесса, и многие педагоги уже показывают, над чем работала та или иная школа, тот или иной класс, вместе с родителями, какие есть результаты. Очень ценный ресурс. Также на портале Российской электронной школы есть замечательный ресурс, это проект «Киноуроки в школах». Разработана серия замечательных художественных короткометражных фильмов для обсуждения детей и родителей на площадках школьных. И именно здесь, в этих фильмах, есть глубокий нравственный смысл, который можно исследовать, анализировать, использовать, как бы сказать более конкретно, чтобы детализировать именно смысл поведения тех или иных героев. Таким образом, опосредованно мы учимся общению, учимся тому, что является для нас очень важным. Это осознание того, для чего вообще мы живем, для чего мы трудимся, для чего мы учимся. И все основные жизненно важные ценности и смыслы открываются. Вообще художественный образ — это нечто уникальное отражение вообще объективной действительности в искусстве. Таким образом, этот жанр, он представляет огромный потенциал, огромный ресурс, и здесь мы можем использовать различные источники, которые помогут нам в достижении, опять же, наших целей. Это очень хороший ресурс для использования именно в виде мастер-класса. Также есть множество различных приемов для рефлексии. То есть если мы дискуссируем на ту или иную тему, в конце мы, естественно, должны провести рефлексию. Слова «понравилось», «не понравилось», они неуместны, да? То есть они носят оценочный характер. Для нас же важна именно роль познавательной вот этой вот рефлексии, которая производит аналитическую такую деятельность в плане творчества, мыследеятельности, совместного проживания тех или иных ситуаций. И, соответственно, когда мы работаем над тем или иным понятием, в конце мы можем провести рефлексию в виде синквейна. Достаточно известная такая форма для мастер-класса. Далее. Очень рекомендую родителям, педагогам в качестве совета, предложения, для того, чтобы родители ежегодно анализировали все, что происходит в классе, все события, каким-то образом мы должны не только анализировать, но и, конечно же, они должны быть для нас запоминающимися. И в результате, если каждый родитель займется, например, написанием письма, а эпистолярный жанр, он очень современным является, потому что на самом деле письма мы пишем уже крайне редко, и тут вот как раз приходит на помощь хорошо забытое старое. И мы своим детям каждый год пишем письмо, а в конце школьной жизни мы эти письма достаем и читаем вместе с детьми. Какой же это замечательный творческий вечер, вечер памяти, школьных прожитых минутах, совместных радостях, переживаниях, тревогах. Все это очень позитивно должно отразиться, конечно же, тоже на наших творческих результатах совместной деятельности. Ну и если говорить вообще об идеалах, конечно, мы не можем их не сопоставлять. То, что было в XIX веке, то, что сегодня нам представляет наши реалии, 21 век, он несет некие новые образы, некоторые новые приоритеты. Но тем не менее, мы не должны из нашей жизни, из нашей практики устранять такие важные качества, как скромность, духовность, строгость, ориентацию на идеал. И, конечно же, наша такая отечественная ценность — это целомудрие, то есть то, что было в XIX веке. Очень часто на наших дискуссионных площадках рождается даже такой очень интересный разговор о том, на самом деле, как же быть одновременно
в этом обществе активным творческой личностью, и в то же время не утратить вот именно то важное, то, что передавалось из поколения в поколение нашими предками. Вот эта таблица, которую я вам показала, она очень характеризует как раз те жизненно важные идеалы, которые отражены, опять же, в наших традиционных праздниках. И если мы вспомним новый наш традиционный праздник, День семьи, любви и верности, который основан на государственном уровне в 2008 году, это День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, он объявлен Днем семьи, любви и верности. Этой теме будет посвящен отдельный вебинар, практикоориентированный в форме мастер-класса. Этот вебинар будет 6 июля, и 6 июля, да, вот, чтобы быть точной, я должна буду вам продемонстрировать именно то наследие, которое сохранилось у нас в нашей сокровищнице, и надеюсь на наши с вами дальнейшие встречи. Также мне хотелось бы сказать, что сейчас мы проверяем конкурсные материалы участников конкурса «Классный-классный» и делаем вывод, что, к сожалению, в программах воспитания практически нет раздела взаимодействия с семьей, сотрудничества с родителями в наших программах. Как-то вот этой теме сегодня наш классный руководитель не уделяет должного внимания, на что хочу обратить ваше внимание. И, естественно, если вы вдруг станете участниками конкурса «Классный-классный», даже в этом году у нас есть еще возможность принять, может быть, несколько дополнительных заявок, и чтобы конкурс наш состоялся, нам необходимо, конечно, эти вопросы тоже с вами совместно решать, потому что на самом деле нам бы очень хотелось, чтобы молодые педагоги участвовали в наших конкурсах, повышали свой уровень, самообразовывались и, естественно, повышали свой профессионализм. Хотелось бы закончить тем, что мы с вами, как педагоги, как профессионалы, мы являемся, у кого есть семья, а семья у всех есть, потому что есть родители, мы являемся членами своей семьи, мы являемся гражданами России. Каждый из нас выпускник того или иного образовательного учреждения. Никто, наверное, не будет оспаривать тот момент, что каждый из нас является личностью, индивидуальностью, ну и все мы с вами жители Земли. Поэтому мне хочется, чтобы каждый из нас именно ту свою функцию, ту свою задачу, которую он ставит перед собой на пути своего взросления, на пути самореализации, он был успешен, уверен в завтрашнем дне. Это замечательно, если действительно это будет единство семьи и школы. В общем-то, на этом я хотела бы завершить. Может быть, у вас будут какие-то пожелания, вопросы. Мы ждем от вас вопросов в чате. И я передаю слово своему коллеге, заведующей Центра развития общего образования, социализации и воспитания Исаевой Наталье Николаевне. Наталья Николаевна должна была быть первой. Ну, так получилось, что мы немножечко по техническим причинам мы поменялись местами. Благодарю. Спасибо, Ванда Цветановна. Добрый день, коллеги, еще раз, с кем уже сегодня виделись. Действительно, Ванда Цветановна затронула, как раз-таки провела действительно мастер-класс о том, каким образом необходимо взаимодействовать с нам с вами, как классным руководителям, с родителями. Мы знаем, что родители – это основные заказчики, и в соответствии с законом образования Российской Федерации 2012 года они также являются участниками образовательных отношений и несут немаловажную роль, в том числе и в вопросе воспитания, образования в целом. Поэтому моя же часть выступления, она будет нацелена на, собственно, разъяснение тех нормативно-правовых основ, которые лежат, собственно, неким базисом для организации деятельности классного руководителя. И позволю я себе начать с того, что, коллеги, вы все прекрасно знаете, с 1 сентября 2020 года вступают в силу поправки в Федеральный закон об образовании Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся. Ванда Цветановна уже сказала о том, что фактически
и в Конституции поправки, да, связаны с этим же, собственно. Но закон об образовании уже прошел все необходимые процедуры, и с 1 сентября он уже будет принят, ратифицирован. Итак, посмотрите, внесены изменения в статью номер 2 и в статью номер 12. Красным выделено то, что, собственно говоря, как раз-таки изменилось. То есть воспитание теперь подразумевается как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения, социализации обучающихся на основе социальных, социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых, смотрите, появилось слово, российском обществе, правил и норм поведения в интересах человека. Почему акцентирую внимание именно на этом слове? И Ванда Цветановна тоже об этом говорила, что фактически мы понимаем, что культурные традиции народов, они разнообразны, и поэтому здесь делается акцент, что мы именно с вами ориентируемся на те нормы и традиции, которые сложились в нашем с вами обществе. Далее, смотрите, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения и к памяти защитников Отечества, подвигов героев Отечества, закону, правопорядку, человеку труда, то есть все те слова, на которые обращала внимание Ванда Цветановна на своем выступлении, природе, окружающей среде. И следующее изменение, которое также произошло в законе об образовании, это статья номер 12, общие требования к организации воспитания. Коллеги, добавились слова: воспитание обучающихся осуществляется не только на основе включенных в образовательную программу рабочей программы воспитания, но и у нас появляется план воспитательной работы. Причем хочу обратить внимание, что этот пункт появляется, и эти изменения появляются в пункте 1 и в пункте 2 статьи 12 Закона об образовании Российской Федерации. При этом, коллеги, хочу обратить ваше внимание, что если раньше у нас с вами программа воспитания – это фактически нормативно-правовой акт, как одна из структурных единиц основной образовательной программы, то теперь у нас появляется еще и план воспитательной работы, который становится не просто документом, а конкретным работающим инструментом для построения взаимоотношений всех участников образовательного процесса. И в связи с этим в марте 2020 года были разработаны и утверждены методические рекомендации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, собственно, для организующих для педагогических работников, реализующих программы классного руководства. Так, коллеги, этот документ фактически ставит перед нами задачу, что слова в основу этого документа легли слова Владимира Владимировича Путина, который говорит, что ближе всех к ученику являются классные руководители. При этом, опять-таки же, мы говорим о том, что именно на классных руководителей возлагается основная надежда в процессе воспитания подрастающего поколения. И поэтому необходимо, как говорит Владимир Владимирович Путин, создать систему мероприятий в рамках воспитания подрастающего поколения. И в этой связи вот как раз и были разработаны данные методические рекомендации. Они были разработаны для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, полномоченных в сфере образования. Цель – это оказание методической помощи в организации деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство, и реализация и защита прав и свобод педагогических работников, осуществляющих классное руководство, собственно говоря. И в данных же методических рекомендациях также прописана система материального и нематериальных форм, различных форм и методов поощрения.
прописана правовая основа организации деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Причем, заметьте, если раньше мы говорили классные руководители, то сейчас в методических рекомендациях про это говорится, что нет такой должности в образовательной организации, как классное руководство, но при этом есть именно педагогические работники, которые осуществляют дополнительные функции. И один из вопросов на форуме как раз был связан с тем, что должны ли оплачиваться дополнительная функция, дополнительная нагрузка в виде такого функционала классного руководства. Да, коллеги, мы все с вами прекрасно знаем, что начиная с сентября 2020 года на федеральном уровне установлены нормы оплаты труда педагогических работников, задействованных в системе классного руководства. Мы понимаем, что классные руководители, посмотрите, это и на классные руководители есть масса локальных актов, которые регламентируют деятельность классного руководителя. И при этом, посмотрите, классные руководители – это у нас, собственно, люди, педагоги, которые являются своего рода связующим звеном между обучающимся и родителями, законными представителями обучающимся и педагогами образовательной организации, обучающимися и администрацией образовательной организации. И те же самые связи мы можем простроить между родителями, законными представителями обучающегося и администрацией образовательной организации, либо же педагогами образовательной организации. То есть действительно функционал классного руководителя, он в данном случае просто колоссальный. В этой связи, посмотрите, мы напоминаем, что классное руководство, и что радует, что в данных методических рекомендациях, как и в проекте программы воспитания, о чем также говорила Ванда Цветановна, вы знаете, что есть такой проект программы воспитания. К сожалению, на сегодняшний момент он не утвержден еще, но тем не менее, как документ, проектный документ, он у нас есть, и он действует, и мы можем на него опираться. Итак, говорится, что регламентировано, что классное руководство – это особый вид педагогической деятельности, направленный в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся. Опять-таки же разведены понятия воспитания и социализация. В данном случае мы понимаем, что триединая цель образования как такового, как процесса обучения, воспитания, социализация, фактически вот оно здесь и у нас реализуется как раз-таки. Поэтому мы видим, что цели, задачи, принципы деятельности, связанные с классным руководством, определяются нормативно-правовыми актами. Это и Федеральный закон об образовании Российской Федерации, это и стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, и указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, где, вспомните, у нас поставлена была задача вывод системы образования Российской Федерации, введение ее в десятку стран-лидеров. И документами, приведенные в разделе к настоящим методическим рекомендациям, то есть это нормативно-правовая база, она сейчас будет вам представлена, она достаточно обширна в дальнейшем. И, коллеги, в этой связи очень важно помнить, что педагогический коллектив – это основной субъект, обеспечивающий достижение целей личностного развития и воспитания в рамках реализации образовательных программ конкретной образовательной организации. При этом, посмотрите, данные образовательные программы должны быть разработаны в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного, начального и среднего общего образования. Есть важнейшие принципы, они также прописаны в методических рекомендациях организации социально значимых задач и содержания воспитания, успешной социализации обучающихся, среди которых можно назвать такие, как нравственный пример педагогического работника. И в этой связи мы опять-таки же знаем массу примеров, к сожалению, негативных примеров из
интернет-пространство, вот интернет-сообщество, средства массовой информации, где, к сожалению, педагоги выступают далеко не примером нравственных каких-то ценностей современного общества. Мы понимаем, что одним из важнейших принципов является организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. И здесь опять-таки же мы говорим о взаимосвязи, взаимодействии классного руководителя с обучающимися и классного руководителя с родителями, законными представителями, потому что без основного заказчика наших с вами услуг это невозможно. Без взаимодействия с родителями воспитание, процесс воспитания, построение грамотного процесса воспитания просто невозможно. Ну, вы видите, что интегративность программ духовно-нравственного воспитания, преемственность этих программ, она должна прослеживаться. Социальная востребованность воспитания, то есть мы все должны понимать, что воспитание – это процесс, который на сегодняшний день необходим в обществе для развития данного общества. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантии доступности ресурсов системы образования. И в данном случае мы понимаем как раз-таки эту доступность образования всем и образовательная среда для каждого. Единство целостности, преемственности и непрерывности воспитания. К сожалению, на сегодняшний момент мы с вами прекрасно понимаем, что открывая основные образовательные программы начального общего, основного общего, ну и по ВГОСу среднего общего образования, и анализируя программы, как уже правильно сказала опять-таки же Ванда Цветановна, мы видим, что эти программы сформированы для отписки, они абсолютно не рабочие и нет никакой преемственности между этими программами. Такое ощущение, что вот у нас ребенок в 4 классе, заканчивая уровень начального общего образования, переходя в 5 класс, как будто переходит в другую образовательную среду, в другую образовательную траекторию. То есть у него появляются новые цели программы воспитания, новые задачи. Коллеги, такого быть не должно. Должна быть в любом случае преемственность. И только если у нас будет единая линия, единый подход к программе воспитания или к процессу воспитания образовательной организации, и не только в образовательной организации, потому что у нас с вами есть примеры, когда дети меняют образовательную организацию. Единый подход в целом у субъекта Российской Федерации, у Российской Федерации в целом, как таковой, тогда мы с вами сможем выстроить единую, стройную, логичную систему воспитания. Ну и также из важнейших принципов можно, наверное, отметить, слайд перелистнулся, это этнокультурное содержание, образование. То есть в любом случае процесс воспитания не может быть оторванным от территории, на которой мы с вами живем. Итак, смотрите, приоритетные задачи деятельности педагогических работников, связанных с классным руководством или осуществляющие функцию классного руководителя, конечно же, должны рассматриваться вот в таком вот тандеме, связи, приоритетные задачи и условия для успешного решения обозначенных задач. И в этой связи вот все те направления, которые я озвучила, они также находят свое отражение в приоритетных задачах, то есть в приоритетных задачах, которые перед нами с вами ставятся. И если мы их правильно анализируем, а у нас их здесь 11, это вот этот слайд и следующий, то мы с вами прекрасно поймем, что ни одно, я не буду останавливаться на них, потому что они перекликаются с теми задачами, которые я только что называла приоритетными направлениями, то вы увидите, что в каждой задаче, ну, а точнее, если быть абсолютно верным, то в 9 из 11 случаях мы с вами увидим слова взаимосвязи или вместе с родителями, законными представителями, либо совместно с родителями, законными представителями. И одно, если мы посмотрим приоритетные задачи, мы пролистаем и посмотрим на условия, то одно из условий успешного решения обозначенных задач – это опять-таки же будет реализация процессов духовно-нравственного воспитания совместно с родителями, законными представителями. Привлечение родителей, законных представителей в образовательное пространство. Для проведения различных мероприятий, те, о которых также уже сегодня Ванда Цветановна говорила, это и беседы, и лектории, и так далее. Но тем не менее привлекать родителей
законных представителей просто необходимо. Причем действительно есть современные различные методы, которые раньше мы с вами и, в принципе, есть наравне с традиционными, есть различные новые методы, которые также позволяют грамотно выстраивать процесс взаимодействия с родителями законными представителями. И посмотрите, то, о чем я уже сегодня говорила, классное руководство не связано с занимаемой педагогическим работником должностью и не входит в состав его должностных обязанностей. Оно непосредственно связано с дополнительным функционалом, который возложен на педагогического работника. В этой связи мы понимаем, что есть приоритетные задачи деятельности педагогических работников, которые связаны с классным руководством. И здесь они выделены в 3 большие группы, и, соответственно, вместе с условиями, есть задачами также представлены условия. И посмотрите, какой основной вывод мы с вами делаем, что педагогический работник, осуществляющий классное руководство, выполняет широкий спектр обязанностей, относящихся непосредственно к педагогической, а не к управленческой деятельности. То есть, да, он должен уметь управлять процессами, но эта деятельность, основная его деятельность, конечно же, именно педагогическая. В деятельности, связанной с классным руководством, выделяются 2 части. Это интерактивная часть и вариативная часть. Интерактивная часть, она соответствует ядру содержания деятельности по классному руководству и охватывает минимально необходимый состав действий по решению базовых, то есть традиционных и актуальных задач воспитания и социализации обучающихся, независимо от контекстных условий функционирования общеобразовательной организации. А вот вариативная часть, она формируется уже в зависимости от контекстных условий общеобразовательной организации. То есть в зависимости от того, что, где расположена данная образовательная организация территориально, либо это сельская школа, либо это городская школа, в каком районе города она расположена и так далее. То есть контент-анализ в данном случае никто не отменял. Вариативная часть содержит 6 блоков. И посмотрите, опять-таки же среди этих 6 блоков 2 блока – это опять-таки же блоки, которые связаны непосредственно с взаимодействием педагога, осуществляющего классное руководство, с родителями, законными представителями. Ну и последний блок, вы видите, это, собственно, ведение и составление педагогическим работникам соответствующей документации. Вариативная часть, я уже про нее проговорила. Деятельность, связанная с классным руководством, посмотрите, в рамках реализации обозначенных задач, деятельность по классному руководству, педагогический работник самостоятельно выбирает формы и технологии работы с обучающимися и родителями, законными представителями. Это как раз 3 группы форм, которые Ванна Цветановна уже озвучила. Индивидуальные, групповые, коллективные. Но при этом, посмотрите, опять-таки же, без родителей, законных представителей, нам с вами эту деятельность осуществлять будет колоссально сложно. Также в методических рекомендациях прописаны права педагогических работников, осуществляющих классное руководство, и этих прав достаточно много, групп прав, также 12. Я на них более подробно останавливаться не буду, вам будет доступно. И, коллеги, коль скоро у нас с вами появляются методические рекомендации по реализации педагогической деятельности классного руководства, то понятное дело, что и появляется оценка эффективности деятельности педагогических работников по классному руководству. И оценка деятельности таких работников позволяет определить направление ее совершенствования и поощрять педагогических работников, которые наиболее эффективно осуществляют классное руководство. И в данной связи я хочу напомнить, что с 1 сентября 2020 года педагогические работники, осуществляющие классное руководство,
будут получать из федерального бюджета 5000 рублей за исполнение вот этого функционала. Кроме обозначенного, посмотрите, у нас есть с вами критерии эффективности процесса деятельности, связанные с классным руководством. Фактически это 4 показателя, 4 критерия. Первое – это комплексность, как степень охвата в воспитательном процессе направлений, обозначенных в нормативных документах. Это системность, как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных субъектов, в том числе, повторю, это будут и не только обучающиеся педагоги, педагогический коллектив образовательной организации, руководство, но это и родители, законные представители. Это адресность. А в данном случае, опять-таки же, это работа не только с обучающимися, но и с его родителями. И последний показатель – это инновационность, как степень использования новых по содержанию и формам подачи информации, личностно значимых для современных обучающихся, интересных для них форм и методов взаимодействия. И это как раз то, о чем также сегодня у нас Ванда Цветановна уже озвучивала информацию. Ну и фактически критериями оценки результатов, то есть эффективности классного руководства, их 3. Это сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России. Это сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающегося в отношении данной системы ценностей. И наличие опыта деятельности на основе системы ценностей. То есть также 3 единый подход. Кроме того, коллеги, есть механизмы нематериального стимулирования педагогических работников и осуществляющих классное руководство. И посмотрите, выделено цветом, рамочкой, что в современной России давно сформировался запрос на повышение престижа учительской профессии, уважение к труду педагогического работника, признание его исключительной сложности. И фактически мы говорим с вами о том, что одним как раз-таки из механизмов нематериального стимулирования может быть проведение различных конкурсов, как, например, «Классный-классный». Коллеги, Ванда Цветановна уже также сегодня говорила о том, что данный конкурс, может быть, вы про него еще не слышали, на сайте Института развития образования в разделе «Деятельность», «Конкурсы для педагогических работников» есть вкладочка «Конкурс классный-классный». Это республиканский конкурс. Коллеги, если вы про него еще не слышали, то, как правильно сказала моя коллега, мы готовы рассмотреть, если у вас будет такое желание попробовать себя в номинации «Молодые классные руководители опытом работы до 5 лет», то мы готовы будем рассмотреть ваши работы, ваши заявки и ваш опыт, тот опыт, которым вы захотите поделиться, может быть, похвастаться перед своими коллегами. И в этой связи о чем говорят методические рекомендации? Что по результатам таких конкурсов вполне возможно на баннерах, растяжках в городе, либо же в населенном пункте, где находится данная образовательная организация, размещать фотографии с надписями «Самый классный-классный», либо «Данный педагог проявил себя там-то и там-то». Более подробную информацию, если кого-то заинтересовало, то Институт развития образования разработал линейку научно-методических сессий в форме вебинаров для классных руководителей. И, коллеги, для того, чтобы в ней поучаствовать, необходимо пройти регистрацию по ссылке, направление ссылки на подключение зарегистрировавшимся слушателям по адресу электронной почты, которую вы укажете в регистрационной форме. В этой научно-методической сессии, она будет длиться, она уже началась сегодня, с 29 июня, и планируется по сентябрь 2020 года. Вы просматриваете определенное количество вебинаров, можете задавать вопросы лекторам, там у нас будут эксперты республиканского сообщества,
И после небольшого тестирования, итогового тестирования, которого вы будете проходить по индивидуальному графику, вы получите сертификат о повышении квалификации, обучающего семинара для классных руководителей. Насколько я вижу, наше время с вами закончилось. Мы очень надеемся, что наша информация была полезна. По всем возникающим вопросам просим обращаться по указанным телефонам. Всего доброго. До свидания.